рыбак. Здравствуй, Саша. Так, открывай мне где-нибудь двери. А, сам открывай, у нас самообслуживание. Или что? Сзади надо закрыть. Ага. У меня рука не достает. Что, на рыбалку, что ли, собрался? Так. Да наконец-то уже. Сколько уже? 2 недели отдыхал? 2 недели отдыхал. Я неделю. Ты-то молодец, мне-то некогда. Кто молодец? Я молодец. Молодец. Что, собаку тоже с собой берем? Да. Поедешь, рыжий? Он бы поехал. Он, наверное, тоже в лес ходил раньше, да? Ходить-то ходил. Нет. Ему места нет в нашем зоопарке. Бери сюда. Время уже знаешь сколько? 12 час. 23. Минус 12 на улице. Рыбак долго собирается. Ну, надо собраться так, чтобы не было мучительно больно потом в лесу от забытых вещей. Ну, всем привет. Как вы видели, уже 23:04. Это 12 час ночи. Число какое сегодня у нас? 25. 25 марта. На улице минус 12. Весной даже и не пахнет. В общем, опять мы с Саньком на ночь глядя собрались на рыбалку. Куда еще, сами не знаем. Ну, в тайгу куда-нибудь. Куда-нибудь. Куда глаза глядят. И это, наверное, уже точно будет завершение на этом участке. Один раз уже мы закрылись. Открываемся по новой. Еще не все места обловили. Хочется на озеро съездить. Не знаю, доедем мы до озера или нет. Но выезжаем. Нормальные люди спать ложатся, а мы... У меня все спят дома. Да? Конечно. С бани пришли где-то, наверное, в начале 8-го. У тебя? И они поели и спать легли. У тебя хоть с бани пришли. А я сегодня тоже думал перед тайгой помыться, побриться. Включаю, а вода холодная. А что с титаном? Все, конец. Полгода. Так быстро еще не ломался, блин. Летом поменяли счета, и вот все, вернулся, не греет. Давай надо смотреть и темп покупать. По гарантии, Я тебе поменяю. по гарантии, наверное, с Вальбериса никак, блин. Нет, конечно, ты что? Все, снимаем тен и заказываем. Тенты снятые уже с этого, с второго-то. Там все это. Ладно, это будем мы обсуждать дома. Да, по дороге, все такое. Погнали, сейчас на заправочку. И вперед из песни. Заправляться. Вперед из песни. Наконец-то мы опять в тайгу. Не прошло и полгода. Это вот наша школа номер 2. Первая школа. Вот такая она. Вот это старое здание. Там вот пристройка, новое здание. Трехэтажная школа у нас. Раньше была она средней. Сейчас она просто 9 классов здесь. Нету народа. Народу все меньше и меньше в поселке. Ну, школа еще стоит. Все. Погнали. Встречаемся на заправке. Посмотрим, почем сегодня бензин. Так, ну что, заправили коня. Заправили канистры с бензином для второго коня. Что у нас по ценам на 25 марта 2022 года? 92 бензин 47,51, 95 50,52, соляра 54,51. Ну как-то вот так. Ну что, поехали. В путь дорожку дальнюю. Давай, поехали. Поехали. С Богом. Минус 12 так и держится. Зато дорожки хоть подержатся немножко. По прогнозу отпустить еще не должно. Нет, там всю ночью все холодно. Заяц. Тупорылый, да? Да, его ослепило. Жил бы. Оп, все, поехали. Все, вот он сидит. А, сел еще, ну. Сел.
Все, убежал. Ну, дурачок. А его ослепило, он не знает, куда бежать. Молодой еще, заяц, ты видно. Прямо под машину сел. Да, Вот сел, там сел. Нет, нет. Нету. Ну, вверх он туда пошел. Тропа туда пошла. Видали, да? Саня говорит, пока достанешь камеру, он убежит. Я, наверное, секунд 10-15 доставал, он все сидел вот так вот. Заметили его, снизил скорость, и он так и сидел под фарами. Ну, у нас вот такая вот дорожка, путь-дорожка фронтовая. Катим. На улице уже минус 16 градусов. Холодает. 26 километров уже проехали. Едем. Надеюсь, доедем. Приехали. Ох. Ну вот, с Божьей помощью приехали. Наконец-то. Ну как? Побыстрее сегодня? Да, нормально. Пошустрее. Так, ну чё? О. Дрова-то какие красивые. Дровишки. Сушнячок. Дрова-то какие красивые, мощные, да? Это Валерка привез. А что там где-то тоже? Здесь, блядь, 2 чурок хватит нахрен. А мелочь спалили, крупные привезли, получается. Ну здравствуй, избушечка. Давно не виделись. Ну это, блядь, в избе тепло, ё-моё. Все ровненько. Даже пар с рта не идет. Вода даже вода есть. даже замерзшая. Валя рассказал, оставил, говорит. Пьяная вот. Не, смотри, не замерзла. Ну, это очень хорошо. Ну все, выгружаемся. Затапливаем печь, растапливаем. И готовимся к ужину. Чуть-чуть потеплело. Начинает теплеть, да. Но еще не совсем. Не, еще где-то. Время у нас уже Хотя бы 20, 4 час. 20-25 хотя бы было, чтобы. Это что у нас? Доброе утро или добрый вечер? Еще это добрый, да. Не знаю, как назвать это. Вообще-то скоро уже утро, вообще-то скоро начнет светать, но для нас это добрый вечер. Главное, мы на месте, потому что если бы мы были дома, мы бы все равно не спали. Вот выехали бы сейчас вот 3, пока доехали, тудым-сюдым, такая же беда бы была. Сейчас главное, мы уже здесь, сейчас быстренько, чисто символически, по чашечке рыбацкого, перекусим немножко, хотя кушать не хочу, я перед выездом ел, ну немножко можно приговорить. И сколько там? Часика 2-3, сколько получится, столько получится. Да, поспим, да и поедем, что там. Да, главное мы здесь, это Вы так. же сами себе хозяева. Да. Сегодня у нас мы только с дома, так что все домашнее. Это вот такое вот блюдо от Валентины Васильевны. Это гнездо глухаря.
само гнездо из мяса, а внутри там помидор, вот сыр вот плавленый вижу. Не знаю, что она делает. Сыр вижу, помидор вижу внутри. Расплавился мясо. Но очень вкусно, это точно. Винегрет тоже домашний, буквально перед дома она закрутила, сделала. Так что присаживаемся, не стесняемся. Давненько уже не сидели в избе, а то видел, да, в комментариях, что-то вы, говорит, вообще оборзели, говорит. А что, последнюю рыбалку вообще не садились? Тут только вроде садимся, а оп, съемок не будет. Так что сегодня у нас старая добрая компания. И съемки будут. Немножко поснимаем, немножко покажем, что да как. Не знаю, будет, не будет клевать. Осталась ли рыбка здесь что-то. Это ваше. Присаживайтесь. По половиночке, всем по половиночке. Ну, с приездом. Да, давайте с приездом. Небольшой сериал начинается. 4 дня по плану. Если ничего не изменится, будем здесь. Ваше здоровье. И пока между первой и второй давненько не читал приветов, так что потихонечку, буквально по пару минут на каждый день, немножко это мы сейчас дело будем исправлять, немножко догонять. Так, начнем с февральских скринов. С конца начнем. Поехали. Carving Art. Это Серега у нас, который сделал медведя моего, коми рыбака. Геннадий, ну вот вы и нашли свою золотую лунку. Приятно смотреть на ваше счастливое лицо, искренние эмоции. Пусть немного, но зато какой. Это февральский, который нас Харю забыли еще. Жду ваших приветов с рыбалки. Очень приятно. Санек, жму руку. Не всегда получается смотреть вовремя. Но настроение поднимается, когда включаю вечерком под кружечку пива. Как будто дома побывал. Сегодня видел, кстати, Серега, привет огромный. Серега до сих пор еще у нас в Сибири, на работе, на вахте. Планировал приехать на последний лед. Сегодня видел Оксану, супругу у Сереги, в аптеку. Ну, в аптеке встретились. Я говорю, ну что там, Серега? Самое раннее, что он приедет, это май, начало мая. Потому что в связи с последними событиями нарушились поставки там, оборудование, материалов туда-сюда, и затягивается вахта. Короче, ремонт, они там что-то кафешку какую-то ремонтируют. И не получилось у него приехать на последний лед, ну ничего, будем летом на рыбалке. Старовер Петрович, Геннадий, здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Виктору Петровичу, Вахтубинск, Астраханская область. Привет, я говорю, сделаем. Это у нас был уже февраль, раньше не получалось. Ну и третий привет передадим. Олег Найман. А если еще привет передадите, вообще огонь будет. Ну что, Олег Найман, огромный привет от нас. Приехали в избу, опять на рыбалку. Сегодня 3 привета. И знаете что, друзья, я давно уже хотел включить песню, которую написали чисто для нас. Есть такой поэт-песенник Антон Назаров. Отец у него, Николай Назаров, пишет музыку, Антон, сын, пишет стихи. Так вот, они чисто в наш адрес, для нас, написали песню. Сейчас я включу эту песню. Немножко, один куплетик послушаем. А здесь вот сейчас вот оставлю ссылочку и ссылочку в описании на ту песню, которую была исполнена где-то месяца полтора уже назад, наверное, на канале Антона на Вятской земле вроде бы. На Вятской земле, да, называется канал. Обязательно рекомендую посмотреть, как, ну, сам ролик полностью, вот, посмотрите, это очень интересно. Мне было очень приятно, что в наш адрес была написана песня. Песня называется «Лето на севере». Сейчас я вам включу ее. Вот, нашел, друзья.
Мне понравилась песенка очень. Давай, под эту песню. День начинается после веселой зари. Вообще супер. Травы блестят за тросы, дороги перламутра. Речка в затоне алмазным туманом горит. Ветер чуть слышно поет в камышах. Добрым утром. Лето на севере. Ярких закатов костры. Лето на севере, щедрой природы дары. Лето на севере, стройная сила лицо. Лето на севере, наша святая любовь. Лето на севере, наша святая любовь. Небо купается в пойме прогретой реки. В общем, песенка супер. Зайдите обязательно на канал и послушайте ее до конца. И вообще этот короткий ролик. Ссылочку дам на канал в Ютубе. И также дам ссылочку на канал на Яндекс.Дзен. Кстати, сейчас уже очень много, ну практически все уже ютуберы перешли на Яндекс.Дзен, потому что каждый день говорят, вот сегодня там 17-й последний день был, там еще какой-то последний день. Все грозятся нам закрыть YouTube, но пока он есть, и пока он есть, мы будем выставлять ролики в YouTube, потому что несмотря на то, что отключили полностью монетизацию, нет рекламы, нет монетизации, нет никакого заработка у нас теперь на YouTube, какой-никакой он был, теперь перешли все уже на Яндекс.Дзен. Так вот, на канал Антона и Николая Назаровых я тоже дам ссылочку и ютубский адрес, и адрес на Яндекс.Дзен. Огромное спасибо, друзья, то, что подписались на мой канал на Яндексе. Уже где-то 900 подписчиков. На Ютубе у меня получается 31 тысяча. Здесь скоро у нас будет первая 1000. Всем огромное спасибо за поддержку. Пока Яндекс рекламу не дает. Есть какая-то копейка от подписчиков. Так что, подписываясь на мой канал, вы тем самым, получается, даете немножко, хоть копеечку заработать. Пока это действительно копеечка, но чем больше подписчиков, тем больше будет заработок. Так что потихонечку как-то будем выкручиваться. Как-то вот так. Ссылочку на свой Яндекс.Дзен я тоже оставляю в описании. Будем работать. Да, Так, вторую мы выпили. Так. Че, еще по половиночке и расстилаемся, да, наверное, уже. Уже потеплело. У нас уже здесь уже 12,5, уж как хорошо разошлась. Еще бы градусов 10, и все, можно вообще было бы падать. А третью я бы... Так, наливаю, сейчас скажу. Пару слов. Можно даже по полной. Или по плечике. По плечике? Да. Пожалуйста. Хоть какие. Да не, мне не мешает, не мешает. Так вот, да. И друзьям тоже налей. Ну а теперь немножко грустная нота. Как бы сказать-то, как бы начать-то, даже не знаю. В общем, совершенно случайно вот ВКонтакте заметил запись, ну, в ленте, вот то, что у меня новости идут. Угу. Свечка. Ну, свечка, это, думаю, кто-то умер. Пригляделся, как ее, Елена Хозяинова, что ли, точно не помню. Вроде бы Елена, да.
Я такой, кто-то у них умер, а помнишь, это Александр Хозяинов, это был, термос-то выиграл у меня. Сейчас Термос. Я, Ну, у меня я термос. помню, разыгрывал, но сейчас я уже не помню кто. Вот, разыгрывал термос, он выиграл, потом как-то был второй розыгрыш, кашу, там, рыбацкий напиток еще. И опять попал он, Александр всё, Хозяинов, да. ага. Я так думаю, да ладно, неужели, думаю, Санька, раз зашел и смотрю точно, дядя Саша туда-сюда, и, короче, не стало у нас, как получается, Александра Хозяинова. Это тот человек, который, ну, почти с самого создания канала писал комментарии, поддерживал во всем, писал такие слова поддержки. И потом комментарии исчезли, как бы я сначала не придал этому значения, думаю, мало ли что. А потом вот эта надпись, то, что Александра не стало, я хочу вспомнить, помянуть его и выпить эту чарочку рыбацкого, не чокаясь. Потому что на самом деле мы с Александром были не знакомы, но практически мы знали друг друга, потому что не просто так комментарии, а комментарии были там, ну, как переписка получается, обратная связь, вот это все такое. Дважды повезло в розыгрышах, повезло ему. Сначала выиграл термос, потом второй набор небольшой рыбацкий, а сейчас вот Александра не стало. Так что поднимем, не чокаясь, помянем. Лично не знаком, но человек он был хороший. Такая вот грустная нотка. Помянем. Как говорится, пусть земля будет пухом. Девять дней уже было, но 40 дней вроде бы еще нет. Сейчас он где-то месяц умер. В начале марта где-то, наверное. Говорю, вот вроде привыкаешь к этим комментариям, но одни постоянно одни и те же фамилии. Вот 31 тысяча подписчиков комментирует буквально, ну, человек 50, может быть, постоянные, которые, может, сам заметил вот это. Сейчас очень многих не стало в связи с войной на Украине. Просто как бы народ сначала повально пошел отписываться. Неприятно, конечно, было читать, когда вот были такие комментарии. Гена, вот так и так. Не хотел, конечно, о политике ничего заикаться, но немножко, пару слов буквально. Россия напала там на Украину, бомбят наши города. Скажи что-нибудь своему Путину, чтобы не бомбил нас. Я единственное хочу сказать вам, всем друзьям украинцам, которые, может быть, не знают или не понимают, или не хотят понимать все ситуации. А где же вы, друзья, были, когда 8 лет бомбили Донбасс, убивали ни в чем не повинных детей, женщин, стариков? Просто никто же тогда не кричал, вот, бомбят. Кто бомбил? Да, бомбили вот те фашисты, которые сейчас, из-за которых это все и началось, потому что Россия уже долго терпела, и все-таки она вот в 45-м победили фашизм, но остались вот эти немножко щупальца, получается, и они разрослись до такой степени, что вот они вот опять, из-за них получается опять война. А почему никто в течение 8 лет не вспоминал вот погибших детей, эту аллею ангелов в Донбассе, которые
Все же молчали, всех устраивало. Почему? Да потому что Донбасс, ДНР, ЛНР — это те люди, которые не захотели быть, не хотели подчиняться Западу. А всем остальным, видать, устраивала такая жизнь. Они думали, вот сейчас под крылышком Запада мы сейчас войдем в НАТО, туда-сюда. Они что, обещанием накормили, воспитали с помощью Запада, воспитано было целое поколение. Целое поколение людей, которые просто ненавидят русских, ненавидят Россию. Нацисты. Да, нацисты, да, вот это. И вот то, что сейчас идет, это война, вот как говорится, это слово-то такое. Ты нафиг, нафиг, блин, Язык сломаешь, да? язык сломаешь. Ну, короче, все то, что Да все сейчас поняли, идет. все знают. Да. Все же смотрят новости. Так что... Просто без этого было никак. Так что людей грузить не надо, они сами все знают. Это, конечно, больно, это, конечно, печально, это, конечно, нехорошо, когда война, это сколько погибших и с российской стороны, сколько с украинской. Но без этого было никак. Это вот сейчас вот я тоже нет-нет выскакивают эти ролики, да их большинство, потому что молодые люди, парни, и девочки вот тоже, да, допустим, 13-15 лет, да, идут и фашистское приветствие дают, вот это вот. Или скакали. Кто не скачет, тот москаль. Кто не скачет, тот москаль. Факельное шествие. Господи, что там делалось, творилось. Скакали. Ну что, доскакались? До чего доскакались? Ладно, это надо, ладно, без этого, без политики уже надоело. Да, я не хотел... Месяц длится уже. Не хотел про политику ничего, но вот просто у меня куча комментариев была от подписчиков, которые у меня просто пачками отписывались, которые кому-то, да, кому-то я пытался объяснить, что к чему. Потому что вот то, что идет война, это, как говорится, это одно. А то, что как ее показывают со всех сторон, вот как показывают Украине, вот ихнее телевидение, новости показывают. Фейки-то эти. Да, это там вообще разные вещи, это вообще дурдом, что творится, Там же, конечно. это же, конечно, это же война идет внутри сети. Ну, я знаю одно, что дай бог, чтобы это все... Конечно, это будет долго. Даже когда это все искоренят, будет и партизанская война, как и было после Великой Отечественной войны. Вот это. Вот что вот восхвалять Бандеру, да, вот Степан Бандера. Бандеровцы убивали, грабили, насиловали. Что они только делали во время войны? Они просто продались этим немцам, получается. А теперь, получается, эти националисты продались Западу. И повторяется вся история, получается. А историю все перевернули. Уничтожили памятники освободителям русским. Это просто перевернули с ног на голову всю историю. Поменяли всю историю. Да, у нас вооружение в 10 раз лучше, мне кажется. Нахуй. Никого там не Да, останется. победа-то по-любому будет за нами. Просто сколько будет этих людей погибших с нашей и с их стороны, это вообще ни к чему. Ну, это естественно, это же мирное население мрет. Ни к чему это все не надо. Но если это началось, значит это так надо. Значит это надо доводить дело до конца. И когда все это закончится, восстановим. Будет мир, будет стройка. В Чечне что было? В Чечне были одни руины. Восстановили? Восстановили. Так там уже начали восстанавливать же там. Теперь Вот сегодня в новостях смотрел, уже где-то детские сады начали уже уже территорию убирать. То есть спрашивают его, это же в новостях-то. И спрашивают, директор или кто там, я не знаю. я телевизор стараюсь вообще с одной стороны. И это ее спрашивают, и что, когда, может, детей-то будет, приводить? Она говорит, да хоть завтра приводите, всех, говорит, приму. Знаешь, уже все, уже пошла движуха, уже уборка территории, где-то восстанавливают там. Мужики тоже, которые не воюют, они шевелятся, не сидят на месте. Все люди там крутятся, вертятся. Нет, это еще не день, не два, не неделя, и не две. Это
продлится, я так думаю, долго, месяц-два, это точно, наверное, потому что если бы была возможность просто сравнять с землей, это давно можно было, видишь, все из-за мирных жителей, потому что Ну, конечно. они прячутся за спины мирных жителей, из-за этого все это очень долго происходит. Ну, ничего страшного. Все, что делается, все к лучшему, зато когда это все искоренится, когда фашизм будет побежден, будет другая жизнь. И все будет хорошо. Отстроим, отвоюем. Все будет как надо. Ладно, Не да. хотел я про политику, ну, Закругляйся. начали так начали, да. закругляйся. Закругляемся. День за ездом всегда тяжелый. Ну, давай еще по маленькой. Выпьем за нашу победу. И чтобы все было хорошо. Самое главное, доллар падает. Он подскочил доллар до уже, 120 доллар что падает? 90. Сейчас все равно будет все покупать за русские рубли. рублей, да. Газ, Было, газ, он не скочил газ. Я не знаю, сначала. конечно, газ, не газ, там, что там они будут там. Путин молодец, он сделал все за рубли. И сейчас доллар уже был 120, сейчас уже 90, он сейчас упадет. Дай бог, чтобы он был как раньше, 60 копеек. Ну, так и будет. И так и Я верю в будет. это, что он будет, что он вообще будет там, И Россия все-таки будет великая держава, которая была, будет. Вот я сегодня еще прочитал по-украински Русь, знаешь, что такое Русь? Это они сейчас хотят Русь. А Русь на самом деле вот это светлая, русый, светловолосый, типа русый. Вот это Русь, это светлая сторона. Так что Россия, Русь, это всегда светлая, а фашизм это всегда темное. Выпьем за светлое, друзья. Пусть будет свет, пусть будет мир, пусть будет дружба. И пусть не будет никаких больше войн. Все будет, запас. все будет как надо. Немножко потерпеть. Слава нашим героям. Не там героям слава уже, а действительно. Они хвалят себя героями, они что? Они прихвостни, получаются. Они пляшут под дудку Запада. А вот наши герои действительно герои. Они за то, чтобы искоренить фашизм в чужой стране, погибают. Это действительно герои. Вечная им память. Печка разошлась. Уже 20. Уже можно дыхалку и прикрывать. Все, согрелся. Очень тепло стало, хорошо. 23. Наконец-то я согрелся. Наконец-то. Холодно было так. Ну вот и все на сегодня. Потому что Геннадий Геннадьевич залез в печку Да. и сделало тепло. Не зря же у меня первая надпись в трудовой книжке «Машинист котла». Я трудовую деятельность начинал кочегаром. И ладно, заболтались. Самое главное, друзья, что мы здесь, что мы все-таки выехали. А я не думал, что, оказывается, выехать так сложно. Вроде бы и на пенсию уже не работаю. А просто взять и выехать, оказывается, не так-то просто. Был выезд. Вот, кстати, когда мы поймали вот 4 хорюзов, был выезд вообще по другим планам. Планы поменялись в корне, но это, я так думаю, вам интересно будет знать. Другая история. Да, просто мы поехали на одну лесную речку и не доехали. Река открытая.
все такое. И мы вернулись, и просто вечера матушка нам все-таки немножко хоть дала. 4 орюзов. Хорошеньких таких. Как бы если сейчас рыбачить на Печоре, да, рыба будет. Рыба будет, но как заметили многие мои друзья на канале, нет той романтики, согласен с вами полностью, нет той романтики. Да, рыба будет, можно поставить продольники, можно поставить ставные удочки, но действительно нет той романтики, нет того кайфа, а вот лесная изба, лесная речка, вот бурение, поиск, нет того. Просто машинально вот поставил, проверяешь, рыба есть, ну как снимаешь урожай и все. Здесь все по-другому. Здесь все хорошо. Ну а как хорошо будет оно на самом деле в смысле рыбалки, мы это увидим завтра. Теперь уж точно до свидания. Всем пока. Всем бурвой. Бурвой, кто еще не знает, это покойной спокойной ночи. До завтра. Завтра будет утро. Надеюсь, оно будет доброе. И проснемся и скажем всем доброе утро, мы на рыбалке. Завтра будет завтра. Завтра будем рыбачить. Ну а пока время у нас уже без 10:04. Скоро начнет светать. Ну, мы пару часиков, с вашего позволения. На улице уже Кимарнем, да? уже Не, пару часиков надо просто, чтобы завтра не клевать за удочкой. Немножко надо отдохнуть все-таки. Все. Увидимся завтра. Всем пока.